2 марта в Сыктывкаре состоялось торжественное открытие Дней культуры Сосногорского района. Праздничную эстафету, посвященную столетию Республики Коми, наш муниципалитет принял накануне у Сысольского района. Сосногорску есть что показать. Сосногорск, скажу так, что Сосногорск на очень хороших позициях в рейтинге по развитию культуры. Вот мы в прошлом году очень замечательно открыли социокультурный центр. Сосногорск идет семимильными шагами в развитии культуры, поэтому я думаю, что есть что посмотреть, есть что показать. В Сыктывкаре Сосногорский район представил документальный видеоочерк «Листая страницы истории», подготовленный историко-краеведческим музеем, фотопроект «Город в излучине двух рек», авторами которого стали сами горожане, а также художественный проект «Сосногорск. Город творчества» от преподавателей детской школы искусств. Это небольшая часть, с которыми преподаватели участвуют во многих конкурсах и выставках. А для данной экспозиции мы отобрали именно те работы, которые отражают красоту нашей северной природы. И, конечно же, еще это те работы, которые говорят о наших коми-легендах, сказаниях. И, конечно же, мы бы хотели своими работами рассказать о людях, которые живут на севере, которых наша суровая северная природа щедро наделила талантами. Картины, представленные на выставке, выполнены в самых разных техниках и направлениях. Здесь же и зарисовки о визитной карточке Сосногорска – рок-фестивале «Сосны». Данная серия работ посвящена ежегодному событию, которое проходит в нашем городе, в Сосногорске. Это, пожалуй, одно из самых грандиозных мероприятий нашего города. Речь идет о рок-фестивале, проводимом каждый год в республике. Со всей республики съезжаются музыканты в наш город и представляют свои песни. Кроме этого, в программе Дней культуры Сосногорского района виртуальная экскурсия по городу, интеллектуальные игры и мастер-классы, а также праздничные концерты. Главный творческий подарок жителям столицы к столетию региона наши артисты сделают 7 марта. Гала-концерт «Сосногорск. Культурное сердце республики» пройдет на сцене Коми Республиканской филармонии и представит зрителям все богатство и разнообразие культурной жизни Сосногорского района. Андрей Калиничев, Олег Жуковский, Вести Тимана, Сосногорск. Мини-парк «Гномики» уже успел стать любимой площадкой для сосногорцев. Сюда родители приводят своих детей, а бабушки и дедушки – внуков. Руслан Курбанов с 4-летним сыном Савелием тоже не обходит парк стороной. Не так давно держались морозы, но как только потеплело, Руслан привел сынишку в парк. Как выходной, теплая погода, идем с сыном, идем сюда погулять. Ему здесь нравится все. Вот это машинки, качели, эти горки. Некоторые посетители парка сетуют на то, что маленькие дети не дотягиваются до перил игрового комплекса с горками, чем рискуют выпасть через них. Однако перед тем, как отправлять своего ребенка на горку, родителям стоит ознакомиться с правилом ее использования, которые расположены на информационных стендах. Там прописаны не только весовые характеристики эксплуатации детской игровой площадки, но и возрастные. Простыми словами, маленькому Савелию можно поиграть практически во всем парке, кроме игрового комплекса. Он рассчитан на детей с 6 лет. Да, ознакомливались с возрастными ограничениями. Как можно детям играть здесь, что можно делать, что нельзя. Что взрослым здесь делать можно. Все читали, все смотрели. Он тоже читал. При посещении парка не стоит забывать и о том, что правила и ограничения работают в две стороны. Что-то нельзя маленьким, а что-то нельзя и большим. Например, качалка-балансир «Зайчики» предназначена для детей от 2 до 7 лет. Все это подробно обозначено на информационном стенде. И если следовать ограничениям, то мини-парк еще долго будет радовать маленьких сосногорцев. Данные детские комплексы заказывались с учетом того, чтобы охватить всю аудиторию, то есть и детей помладше, то есть там 2-3 годика, и детей постарше от 6 до 12. Собственно, большой комплекс рассчитан на деток от 6 до 12 лет. И по возможности бы не пускать туда детей младшего возраста, потому что для них это может быть опасно. Кроме того, сотрудники управления ЖКХ напоминают, что в мини-парке запрещен выгул домашних животных, а также запрещено мусорить, курить и распивать спиртные напитки. К слову, информационные стенды с правилами поведения размещены практически у каждого из объектов массового посещения. И если все будут соблюдать эти правила, наши парки, скверы и площади будут только краше и комфортнее. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Сосногорские старшеклассники принимают участие в муниципальной патриотической игре «Победа». До конца апреля юноши и девушки будут показывать свою физическую форму, демонстрировать навыки в обращении с оружием, а также знания истории России. В несколько этапов проходит игра. Это вот огневой рубеж, и теория, и практика. Вчера были спортивные зачеты ГТО. Еще будет история Великой Отечественной войны и строевая подготовка. Один из самых зрелищных этапов – сборка и разборка автомата. Здесь учитывается не только знание техники, но и время, за которое участник игры справится с заданием. Учащийся первой сосногорской школы Денис Писарюк с заданием справился за 34 секунды. Эти навыки обязательно пригодятся во время службы в армии, говорит молодой человек. Я недолго этим занимался, у меня отец сам с оружием связан, так что для меня это все легко. Да, в принципе, в армии это все пригодится, вот вся сборка, особенно на скорость. Стоит отметить, что Сосногорская победа является частью республиканской игры «Орленок». Победитель муниципального этапа представит наш район на региональном уровне. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В первый день весны в Сосногорском ледовом дворце «Звездный» завершился кубок главы Сосногорского района по фигурному катанию. За призовые места соревнований боролись спортсмены из Сосногорска, Ухты, Сыктывкара, Усинска, Инты, Лабытнанги и Салихарда. В течение 2 соревновательных дней на ледовую арену «Звездного» выходили как новички, так и обладатели спортивных разрядов. Всего более 150 юных спортсменов. Я искренне поздравляю вас с окончанием нелегких двухдневных соревнований. Я уверен, что вы покорили судей и зрителей своими яркими выступлениями, продемонстрировали высокий уровень подготовки и в очередной раз доказали, что в республике Коми есть кем гордиться. Больше всего медалей соревнований домой увезли ухтинские спортсмены. На втором месте сыктывкарская команда. Кроме этого были отмечены самые юные спортсменки, представлявшие Усинск и Ухту. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.